очень важно, чтобы все эти законодательные инициативы, которые будут идти от Народного собрания, были очень качественно подготовлены. И мы неоднократно обсуждали эту тему и реально понимали, что самый главный вопрос, который необходимо нам всегда обсуждать, это кадры. Как говорили очень многие политики, кадры решают все, и это на протяжении многих лет подтверждается. И мы с Дмитрием Георгиевичем очень часто встречались, обсуждали уровень подготовки тех или иных законодательных инициатив и понимали, что нужно готовить сотрудников аппарата исполнительного комитета, готовить сотрудников аппарата Народного собрания, Гагаузии для того, чтобы наши законодательные инициативы действительно были на качественном уровне, помимо того, что были подготовлены очень хорошие пояснительные записки, которые приводили бы аргументы и факты, убедительные аргументы и факты для того, чтобы процедура обсуждения в парламенте республики началась. Поддержки Совета Европы было около 11 инициатив, которые были выдвинуты Гагаузией, но, к сожалению, ни одна из них не была выдвинута на рассмотрение. Это очень печально. И поэтому необходимо обратить внимание на укрепление потенциала сотрудников Народного собрания. И, как уже упоминала госпожа Башкан, 2 недели назад была выдвинута новая инициатива, которая была одобрена парламентом Молдовы. И я думаю, что это очень важный шаг. И это означает также, что процесс начался, и он очень важный. И мы также рады предоставить свою поддержку исполнительному комитету и генеральному секретариату для того, чтобы они выполняли свою работу и укрепляли потенциал. Что касается кишиневской стороны, мы постараемся информировать учреждения и способствовать тому, чтобы сотрудничество укреплялось между обеими сторонами. Европейский Союз считает, что закон от 1994 года является политическим мирным договором и подлежит неукоснительному исполнению. Это не является ординарным, простым законом, но должен стать примером для объединения обоих берегов Днестра и для других стран. И нарушение закона одной стороной или с одной стороны может принести далеко идущие последствия. Европейский Союз принимает Гагаузию не как просто административную автономию какую-то на основе закона о местном самоуправлении от 2006 года, но как, во-первых, политическую автономию по своей сути. И необходимо в принятии всех молдавских законов учесть политическую свойственность гагаузской автономии. Почему мы обратились именно в Совет Европы по этой просьбе? Да потому что огромное количество наших инициатив, которые попадают в парламент, мы получаем ответ, что они не совсем юридически оформленные. И мы пришли к тому мнению, что нам необходимо поработать, прямо говорит, поучиться. Потому что, встречаясь еще с нашими партнерами с других автономных краев, мы видим совсем другую подготовленность, честно говоря. И для того, чтобы мы были на уровне хотя бы с многими, мы решили организовать
такой проект. Спасибо еще раз нашим друзьям. Хочется отметить, что именно Совет Европы, офис Совета Европы, не только в этом проекте с нами рядом, постоянно при наших любых обращениях к ним, они буквально очень быстро реагируют и дают нам постоянно советы, чтобы мы были в каком-то правильном направлении шли. Я имею в виду политическое направление. Господин Канду, спикер парламента Республики Молдова, очень внимательно и ценит работу, которая и проблематику взаимоотношений между парламентом Республики Молдова в данном случае и Народным собранием Гагаузской автономии. И наше присутствие, потому что я вместе с моими коллегами из секретариата, это подтверждение тому, что мы хотим продолжить, мы хотим укрепить и снять все эти маленькие технические недопонимания, превратить их в какие-то конкретные шаги. Ваше присутствие в парламенте на днях подтверждение, ваш визит совместно с депутатами парламента Республики Молдова подтверждение тому. И, естественно, споры бывают. Мы когда-то с господином Влах тоже спорили, ломали копии в парламенте Республики Молдова, но это не мешало сохранить конкретные человеческие доброжелательные отношения.